Я сейчас полностью прочитаю, чтобы людям было понятно, на что я отвечаю. В 99 году в моем доме жила чеченская семья, 2 женщины и 4 детей. Их привез мой брат. Жили года 4, потом переехали в Европу. Я знаю украинцев, которые помогали вам. Я не знаю ни одного чеченца, который помог бы украинским беженцам, не считая той горской чеченцев, которые воюют на стороне Украины. За что им низкий поклон и уважение от всего украинского народа. Вы написали в комментарии. Так отвечу вам на этот ваш комментарий. Во-первых, в 1932-33 годах чеченский народ принял тысячами, десятки тысячами украинских семей. Если вы про это не знаете, это не моя проблема. Советую вам изучить историю, посмотреть, что делали чеченцы, чеченский народ, когда у вас был Голодомор, и как мы принимали тех, кто доходили до нас, до наших земель. Только один маленькое селение взяла на себя целых 1500 семей. Вы можете даже прочитать это на вашем украинском сайте. Вы можете зайти в интернете и почитать, если вы этим интересуетесь. Это сделал малочисленный чеченский народ. Помог вам, чем смогли. Это раз. Во-вторых, даже когда у вас в Украине еще не началось в 2014 году, к нам уже в 2012 году приехала семья из украинцев. Семья Наурский район, село Чернокозово. Именно моя семья выделила квартиру, там была женщина с 3 детьми. И они там жили, пока сами не уехали оттуда. То ли в Казахстане, я не помню, куда-то они уехали после этого. Жили они там около 6 лет. 6 лет. И ни один раз 1 рубль с них не взяли. Лишь бы они просто отдавали за газ, за воду, все. Больше от них ничего не требовали. Все. Приняли. Моя семья. И когда к вам пришла беда в 2014 году, чеченцы, которые жили в Европе, нормально, хорошо, они приехали в Украину, создали 2 батальона. Из 2014 года батальон Джохара Дудаева и шейха Мансура воюют на территории Украины против России. Также, когда началась уже вторая крупномасштабное нападение на Украину, опять-таки приехали чеченцы, создали еще батальоны и воюют против Российской Федерации. Не горстка людей, там намного больше людей. И несмотря на то, что мы только 1 миллион населения, где потерпели 2 войны, 2 геноцида, пережили 2 геноцида, несмотря на все это, помогают вам против общего врага. Не горстка. Когда как вы поднимаете РДК, там, Свобода России и русских, которые воюют на территории Украины против России, от 100 миллионов, от 120 миллионов населения русских, там участвуют горстка людей. Вы их вот так поднимаете, а от 1 миллиона чеченцев, которые воюют немало на территории Украины, вы их как будто вот ниже отпускаете. Это и есть проблема. Я не говорю за всех украинцев. А вам уважение, да, за то, что вы приняли эту семью и так далее. Так мы тоже принимали вас, помогали вам. И также, когда началась в 2024 году война, в 2022 году война в Украине, разве когда украинцы приезжали в Европу, Германию, Францию, Великобританию, Испанию и так далее, разве те жители, которые там живут, чеченцы, которые уже живут там 10-15 лет, разве они не помогали вам переводить язык, то есть принимать вас с бумажками? Разве не отводили? Я знаю лично десятки чеченцев, которые день и ночь помогали, пока вас полностью не приняли, пока вас полностью документами не получилось. Если мы будем вот так упрекать, нет проблем. У нас тоже есть что сказать. Понимаете? Несмотря на то, что мы пережили 2 войны, геноцид и так далее, и у нас очень малочисленный народ, все равно мы помогаем намного больше. Понимаете? Поэтому не надо такие комментарии писать. А я буду по-любому отвечать. И также я дал вам ответ, чтобы вы поняли, чтобы до вас донести, а не чтобы вас упрекать. И я не хочу, чтобы под этими постами упрекали украинский народ.
В каждом народе есть хорошие и плохие, патриоты и предатели, верующие и неверующие и так далее. Понимаете? Даже в одном семье бывает. Семья без уродов не бывает. Я донес до вас. Ваша задача проверить информацию, которую я вам донес, и потом решить для себя, помогали мы или нет, помогаем мы или нет. Победу Украине, свободу Кавказу. Мы помогали, несмотря на то, что... Забыл добавить. Мы помогали и помогаем, несмотря на то, что мы сами нуждаемся в помощи. Мы сами, как сироты, по всему миру раскинуты и так далее. Наши земли оккупированы, наших некоторых отправляют против их воли на войну, некоторых используют, некоторых сажают, преследуют и так далее. Несмотря на то, что мы пережили геноцид, где потеряли 350 тысяч своих мирных жителей, это 35% чеченского народа. Это если бы как 15 миллионов украинцев потеряли бы своих граждан. Несмотря на все это, мы помогаем, мы пытаемся делать все, что угодно, но, к сожалению, такие, как вы, не хотят понимать и не интересуются этим.